Так, мои дорогие, у нас сейчас уже второй день. Вчера я снимала, как нам прислали посылку. Уже утро, и у меня заказ. Вчера я подготовила, но опять подключилась к вам, мои дорогие, потому что действительно я не успеваю эти дни снимать. Заказов много, и заказы не снимаю. И вообще, короче говоря, у меня немножко небольшая запарка, но скажу вам честно, поступают очень много в WhatsApp сообщений, почему я не снимаю, все ли у меня нормально. И поэтому вот хотя бы так буду выходить в эфир. Я надеюсь, вам так понравится. Я не знаю, понравится или нет. Напишите мне, как и что. Просто как мариновала, как, ничего у меня пока нет. Вчера не снимала, замариновала вчера ночью. И сейчас мне надо быстро поставить это в духовку. И замесила я перед этим тесто. Надо сына отправлять на работу. Тоже пирожки печь сидит, ждет. Сейчас быстренько положу. Ну вот, как-то так. Не знаю, как-то не получается у меня подключаться всегда, камеру включать. Вот, так быстренько сейчас уложу. У меня небольшой заказ. Сейчас буду накладывать и с вами общаться. Ой, простите. Короче говоря, небольшой заказ. 3 курицы нужно пожарить. Сделать, ну, мясо по-французски, по-танзилине, да? И салат били надо сделать. Вот, курочек я вчера замариновала. По-французски сейчас сделаем с вами, но прежде отправим быстро моего сына на работу. Сейчас вот это вот уложим, поставлю. Уже духовку я поставила разогреваться, вернее, включила. Так, вот так вот. Ну, маринад, как всегда, у меня ничего другого, другого нет, чем, как обычно, соевый соус, перец, красный перец, черный перец, сушеный чеснок у меня на сей раз, адыгейской соли не было. Что я еще сюда добавила? Паприку. Все. Больше ничего нет. Все, 3 курочки в противень. Сейчас быстро ее поставлю. И потом займусь пирожками. Так, вот так вот. Танзила у меня в больнице. Тоже спрашивают, что с ней. Она уже 14 дней лежит в больнице. Вроде бы не 14. Ну и я тоже лечилась. Мне стало не бля, там у нее сопутствующие заболевания, много заболеваний, связанные с суставами. Общем, взяла сейчас букет собрал. Обещали ее выписать, но пока не выписывают. Так, у меня микрофон, поэтому картинки нет, а я общаюсь с вами, да? Давайте вот так вот пока будем общаться с вами. Так, что еще? Вчера ждали в понедельник, что ее выпишут. В понедельник не выписали, в среду не выписали. Сегодня уже четверг, друзья. И сегодня тоже не выписывают. Врач сказал, что пока куда ты торопишься. Сегодня у нее там контрольные анализы, все такое. Ну, надеемся, ее выпишут. Так, будем делать пирожки. Тесто я не показала, как замешиваю. Ну, этого теста у меня на канале очень много. В следующий раз, может быть, и тесто покажу. А то подписываются каждый день новенькие, друзья. Потихонечку. Это тоже меня радует, конечно. Так. У нас вчера было жарко, сегодня жарко. Ну, вот так вот буду сейчас заниматься и пообщаюсь с вами, хорошо? Хоть и не показывала, что делала, буду рассказывать, что я делаю. У меня девочки, которые в WhatsApp спрашивают, ну-ка, чем ты там сегодня занималась? Может быть, вам тоже вот так вот, хоть и не успеваю включать камеру,
когда что-то делаю, расскажу, что делала. Позавчера я убрала свою птицу, друзья. Ну, не всю, но у меня еще много птицы, которые нужно убрать. Были гуси, утки. Вот, вы, наверное, уже помните, что я несколько раз даже говорила, что вот не успеваю убрать, и никак не доходили руки. Наконец-то руки мои дошли до этого. И я... так, это у меня оставался подготовленный творог. Вот так вот. Он с яйцом, солью. Я просто в кулечек положила и поставила себе. Так, видно, как меня видно. Ага, вот. Так, и наконец-то убрала, потому что они уже переедали, очень много переедали. 3 старых гуся убрала, 5 уточек убрала уже и 4 пока курочек из старых. Курочки еще нужно убрать, курочек, 3 петухов я еще убирала ну, неделю тому назад, наверное. Когда вот молодняк туда запускала, первым делом убрала петухов, чтобы они не дрались с молодыми петушками, а то они дерутся. Так, и теперь у меня вообще хочу убрать всех старых кур, друзья. Потому что они у меня уже и 2-годовалые там, и 1,5-годовалые. И вот то, что я вчера убрала стареньких, вот 4... Нет, я убрала 2 стареньких и 2 молоденьких вчера. В принципе, они очень уж слишком зажирели. И, скорее всего, не будут нормально нестись. Но если даже не зажирели, уже возраст. Надо убирать, короче, чтобы не кормить их лишним. В этом году еще не купила ни кормов, ничего. Покупаю по мешочку. Все-таки, когда вот так вот покупаешь по мешочку, очень накладно. Так, у меня микрофон что-то, наверное, плохо было слышно. Так, ну-ка, вот так вот. И вот, что еще? Чем еще мне? За это время я посолила 8 баночек огурцов. Огурцы в этом году тоже неважные, потому что, скажу честно, в огород я почти, наверное, дней 10 нормально не захожу, ничего не делаю. Только иногда полив включаю, который капельный. Ну, у меня там только огурчики. И то я их вовремя не успеваю собирать, потому что, друзья, у меня много заказов. Заказов, которые мы делаем и с Мадиной, и делаю я отдельно. Некоторые я снимаю, не все снимаю. Был свадебный заказ, который мы вообще не снимали. Даже готовое ничего не снимали. Вот. Немножко были полуфабрикаты. Короче, вот так вот. Огород, конечно, не захожу. И если я буду заниматься этими вещами, и даже я и так вам говорила, скорее всего, друзья, на следующий год я огород сажать не буду. Ну, посмотрим. Зарекаться, конечно, не буду. Посмотрим. Так, быстро поставлю сковородку, потому что сыну надо быстро. Его отправлю, а нам спокойно сделаю. Опять, друзья, картинки. Я на улице, а камера в доме. Вот, снова сегодня приедут Аиша и Мухаммед. У Мадины сегодня занятие. Она там решила, тоже взяла курс уроков. Ну, по приготовлению еды. Сегодня у нее последний. Вчера должны были быть, но вчера не получилось, потому что в Назране, говорят, не было газа. И сегодня у нее 2 занятия сразу, и она, наверное, задержится. Так что мне сегодня еще и за детьми смотреть. Вот так вот. Ой, вчера на камеру Аишка
не хотела сниматься, не хотела, вообще она, не, она вот любит, чтобы вот отдельно, чтобы она сама все это доставала, чтобы вот только мы камеру выключили, и довольная, и радостная, а так такая вот еле-еле, и не улыбнется, и еле заставили ее одеваться, переодеваться, а потом уже сама прям напрашивалась, вот это мне оденьте, вот это мне оденьте, я вот это хочу одеть, то в одном выбежит, то в другом выбежит. Все свои вещи сложила сам отдельно в коробку в эту же, что вот посылку в эту. Мухаммеда вообще к себе близко не подпустила. Это, говорит, сами с ними разбирайтесь. И целый день игралась. Очень красивые вещи. Я просто, я не знаю, я безмерно благодарна, конечно, Галине. Это же столько всего. Она всегда нам присылает. И все, я уже повторюсь, все предусмотрено. Она очень любит моих детей, у нее свои внуки, она и своих внуков любит, и внуков племянников. Она, короче, всех вот так вот одаривает. Человек, который... Она не только мне присылает эти вещи, она посылает очень многим вещам. Это человек, который радуется, когда нам хорошо. Она, прям вчера мы с ней общались, такая довольная, что нам приятно, что она нам помогает, что вот от того, что нам хорошо. Я говорю, если бы ты не покупала, то это же все приходилось бы мне покупать. А так как подруга бабушки покупает, то бабушке уже немножко легче. И я могу себе позволить не покупать им ничего. Пока еще немножко, ну, альхамдулилла, не буду говорить, что затрудненное положение у нас нормально. Все нормально. И мне там где-то в комментариях писали, вы так, наверное, надо будет конечки куда-то кто-то. Загнулись конечки, кончики шпателя этого, видите? Надо будет согнуть снова. И мне писали, что вот вы показываете, как вы, как бы там было написано, я точно сейчас не скажу, наверное, фразу, ну, что показываете экономное что-то, что вот не транжирите, что стараетесь экономить. Да, друзья, конечно, экономить по-любому нужно, нельзя разбазаривать свое, даже если у тебя их много чего, много денег, но тем не менее любая хозяйка, мне кажется, должна экономить и тратить денежки с умом. Я не хочу сказать, что прям я такая хорошая хозяйка, но я стараюсь. Стараюсь и сбалансировать еду, чтобы была и полезная, и вкусная, и одновременно дешевая. Вот так. Ну, сейчас я пойду, буду жарить на улице, наверное. Не наверное, а буду жарить на улице. Так, ну вот. Так, масло. Надо было, чтобы получше разогрелось. Ну, ладненько. Вот такие вот дела, друзья. Так, Мадина на следующей неделе собирается поехать на море. Не знаю, как у них получится с детьми. Так, я тут прослушиваю сообщения свои. Так, короче, я быстренько отдам эти пирожки сыну, потому что он у нас торопится. Так. Держи. Сейчас я быстро чайку налью. А? Сейчас налью. Сейчас это дело переверну.
и налью чайку. Вот так вот, друзья, у меня проходит утро, дни. Так. Напишите, что невестка нужна. Да, нужна. Еще как. Хотя бы накрывала на стол, да убирала бы посуду. И то было бы здорово. На. Так, ну все, пока отключусь. Потом буду делать заказ, наверное, подключусь снова. Спокойно еще пирожки нам сделаю, дослушаю свои сообщения. Ну что, друзья, сына отправила, курицу отправила в духовку. И теперь буду готовить морковку по-корейски для салата «Мужской каприз». Просто натерла на терке, как видите. Добавлю чесночок. Ну, это такой быстренький салатик получится. И так, на это ставим. Так, вот так вот. Вот такая вот приправа чим-чим. Добавлю ее и постоит, пока я буду заниматься другими делами. Она настоится. Вернее, салат настоится. Он. Так, я немножко вот так вот сделала. И добавила. Оденем новую перчатку. И все, и тщательно вот так вот перемешаю. Все. Пахнет вкусно. Мне, в принципе, когда вот я спешу, я этой приправой чим-чим делаю и для дома салатики. Ну, конечно, не всегда. Обычно я делаю по-своему. Это так, быстрая альтернатива. Все. Теперь мы прикроем это дело крышкой и на какое-то время забудем. Вот так вот. И на какое-то время забыли о салате. Так, друзья, к сожалению, у меня сдох телефон. И как я готовлю фарш, у меня не получилось снимать. Но я вам скажу, на килограмм фарша у меня тут 2 луковицы просто. Соль, перец, чайная ложка соли, где-то пол чайной ложки, поменьше. Перца черного. Ну и одно яйцо добавила просто, чтобы все-таки держала форму. И вот так вот. Делаем вот такие вот котлетки. Стараемся делать их одинаковыми. Вот так вот. Где-то по 100, 105 получается 1 грамм, если вам интересно. Отбила немножко. Так, придется в 2 противня. Курочка уже прожарилась у нас. Так. Шумно из-за перчаток. Решила сегодня в перчатках.
Так, ну вот, друзья, вот так вот положила теперь зажарку. Теперь буду резать помидоры дольками и помидоры. Телефон без зарядки. Поставлю снова зарядку, пока буду резать помидоры. Кладем вот так вот понемножку сыр. И потом будем делать сеточку из майонеза. А за то время, что будут они выпекаться, мы соединим наши ингредиенты для салата. Он легкий салат очень. Ну, легкий в сборке, я имею в виду. Вот так вот. Уже жара прям. Еще 9 часов нет. А прям жара-жара. Но все равно та жара, которая была вот до наших дождей, спала, а то было 34, но ощущалось прям все 40. Я не знаю, что происходило, друзья. У меня никогда, сколько себя помню, у меня не падало давление. А вот в те дни, как раз у меня был в тот день заказ один. Заказ мы отдали, и Мадина здесь была. Ну, конечно, после заказа нам же нужно убраться, прибраться. Вот мыла посуду. Мне как-то стало плохо. Я думала, у меня поднялось давление. Хорошо, что хоть таблетку не выпила, не померив. А у меня тонометр раньше был такой автомат, ну, полуавтомат. Им я сама себе спокойно мерила давление, но он у меня сломался. И мы купили такой. В принципе, и сын мой больше доверяет, конечно, такому механическому. Купили механический, но я сама не могу механически мерить себе давление. Могу, но я немножко ошибаюсь. У нас хорошо меряет давление мой средний сын и младший сын, Джабраил и Ибрагим. Джабраила нет дома, как вы знаете. И в тот день не было Ибрагима дома. И Мадина не справлялась с этим тонометром. Но вот плохо мне и плохо, вот как будто бы, да, действительно давление, да. У меня не было никогда, еще раз повторюсь, низкого давления. Ибрагим пришел, так он у меня понизилось. Было всего 100 на 70, оказывается. Первый раз вот у меня было низкое давление. И мне было так же плохо, как и при высоком. Пришлось выпить черного чайку и отдохнуть просто я уже не смогла, потому что, наверное, вот и жара была, такая невыносимая жара, потом в горячей воде же все-таки жар от воды, все вот это вот не повысило мне давление, а почему-то понизило. Так, сыра они немножко не донесли. Так, этот заказ за их продукты, ну, вернее, ну, с их продуктов, да, они привезли продукты, мне только за приготовление. Вот, кое-что принесли слишком много, а вот сыра немножко не донесли. Ну, придется своего добавить, но ничего. Благо, дело у меня есть. Вы знаете, друзья, это блюдо и дома сделать не очень-то трудно. Довольно-таки легко на ужин приготовить. Так, я вас пошатнула, да? Ну, ничего. Вот из 2 килограмм, даже 2 килограмм у меня не было мяса. 1,9 кг, по-моему, где-то было мясо. Я приготовила, получилось 23 штуки. Так, надо еще сыра немножко. Так, где мой сыр? Можно, друзья, моцареллу, можно обычный голландский сыр. Но вот этот моцарелла лучше тянется. Так, сейчас, наверное, здесь у меня бумажка осталась. Покажу вам. Немножко осталось, видно, по-моему, да, вот. Они принесли полкилограмма. Ну, если что, вот видите, полкило на эти 23 штучки не хватило немножко. Так, сейчас отключусь, наверное. Нашинкую. Так, ну вот. Так, это клиентка Танзилы, друзья. Я
сейчас в основном, в принципе, да, обслуживаю клиентов Танзилы. Потому что, я уже сказала, по-моему, что она в больнице. Меня вчера спрашивали, что с ней. Вы знаете, все это последствия ковида. У нее проблемы с суставами, у нее проблемы с желудком. Короче, целый букет, целый букет. Лечится сегодня вот написала мне сообщение, что какое-то время ее не будет на связи. Она пошла на гастроскопию. Лежит уже, как я сказала, 14 дней, но пока и не торопится ее выписывать. Также ей дали квоту на лечение в Москву, на обследование сначала, потом на лечение. Не знаем, что это насчет суставов, насчет позвоночника. И с позвоночником есть проблемы. Так, криво. Так, и теперь сделаем сеточку из майонеза. Ну, наверное, всем известно, а если неизвестно, ножницами отрезаю вот этот вот кусочек как можно тоньше, чтобы не толсто. И все, и вот так вот. Если такой майонез, ну, если в ведерочке, то, конечно, надо будет в кулечек то же самое сделать, такую же дырочку. Вот так вот. Так. Вообще меня просили рассказать, что да как насчет приготовления еды, но это в следующем ролике, может быть. Были кое-какие вопросы. В следующем ролике я, наверное. Вообще у меня такое желание, несколько раз даже Ибрагиму говорила, ну, может быть, там, или когда пельмени леплю, или какой-нибудь что-нибудь готовлю, сделать прямой эфир, прям в прямом эфире, чтобы это готовить. Но для этого надо будет просто, скорее всего, лучше делать, когда я перенесу сюда духовку, чтобы туда-сюда не ходить. Ну, не то, что духовку, и плиту, чтобы там, ну, не ходить, чтобы все было в одной комнате. Вот. Вот так вот, друзья, с вами разговаривая, в принципе, и заказ свой сделала, и ролик сняла, получается. Меня вот так вот девочки просили всегда говорить, ну, потому что я долго не бываю, и по 2, и по 3 дня. Вы сами знаете, ну, может, не знаете, я вам объясню сейчас, что чем мы чаще выпускаем ролики, то YouTube нас чаще куда-то рекомендует, считает, что канал работает. Ну, а если только изредка, то он меньше двигается. Сейчас, конечно, очень плохо работает YouTube на российского блогера. И рекомендации не такие, и вы сами знаете, что и монетизации у нас нет, что практически нам не платят за это. Так что, друзья, мы работаем, можно сказать. Ну, как работаем? Кто работает, кто как хобби, можно сказать. Ну, например, у меня и то, и другое вместе. И приятное с полезным. Ну, ничего. Будем надеяться, что и все нормализуется и с этой стороны, и со стороны мира, как бы, да, что все будет хорошо. Все у нас наладится. В принципе, уже и когда начал снимать, уже ты как-то все время думаешь, ой, надо снять, ой, надо ролик снять. Вот в голове крутится, надо камеру включить, надо ролик снять. Тем более, когда пишут, что с вами, почему вас долго нет, все ли у вас нормально. Так что это, конечно, радует, что подписчики меня любят. Огромное вам спасибо за это. Я вам благодарна безмерно. Я и не думала, что вот так вот меня полюбят много-много людей. Так,
Мадина сказала, что приедут попозже. У нее занятие, оказывается, после обеда сегодня. Так что я успею и заказ отдать, и прибраться, чтобы когда приедут дети, могла посидеть как обычная нормальная бабушка. Я всегда говорю, я когда-нибудь буду обычной бабушкой, чтобы дети пришли, а я могла с ними погулять, поиграть, а не все время быть в работе. Все, теперь в духовку, друзья, минут на 30. Но опять-таки скажу, смотря у кого какая духовка. В моей духовке чуть больше 30, потому что у нас не очень такой, можно сказать, хороший газ, и тем более, когда две вместе, они немножко задерживаются. Так, ну вот, друзья, теперь будем собирать наш салатик. Запеканочки наши запекаются. По-французски, не знаю, как, скорее всего, даже запеканки. Короче, друзья, здесь по рецепту не получается у меня сделать, потому что присланы некоторые ингредиентов слишком много, некоторых мало. Мало у меня мяса и болгарского перца. Я в описании оставлю именно сколько нужно одна порция, на одну пропорцию. Так, минуточку. Так, значит так. Ну и мне велено сделать из того, что было, как говорится. Поэтому зеленый лук нашинкованный и болгарский перец сюда. Так, и морковку по-корейски сюда же. Тут немножко сока, я не буду отжимать, пускай будет со своим же соком. Так, и, друзья, мне писали как-то, что это не салат «Мужской каприз». Была такая претензия, что это не этот салат. Друзья, зайдите, прогуглите и посмотрите. «Мужских капризов» тьма сразу вот так вот выскакивает. Сейчас просто мне некогда вам показать эту ленту. Это один из вариантов мужского каприза. Мы же тоже не сами, в принципе, придумали этот салат. Мы нашли его тоже на просторах интернета. Он называется там «Мужской каприз», и никаких претензий к нам не было. Если вам не нравится, называйте по-другому. Для нас он мужской каприз. Для кого-то, может быть, слезы чьи-то. Поэтому, друзья, вот как-то так, не знаю. Добавляем теперь мясо соломкой. Можно соломкой руками. Я его нарезала. Мясо тут, в принципе, должно было быть чуть-чуть побольше, конечно. Кукурузу. Жидкость я слила. Так. И фасоль. Вы знаете, фасоль, вот вроде бы вот такая фасоль, но она мне не нравится. Видите, фасоль. Конечно, если бы покупать фасоль бондюэль, это было бы просто шикарно. Она ярко такого сиреневого, бордового цвета бывает. И салат бывает очень красочный. Фасоль я промыла, друзья, и высушила. Ну и так, конечно, красиво получается. Так. Теперь, сейчас я поменяю перчатки. Знаете, эти одноразовые перчатки, оказывается, это очень хорошо. Ну, можно перемешать и лопаточкой чем-то, но мне все-таки кажется удобнее руками. Тем более, благо делу, у меня есть специальные перчатки. Так, теперь нужно немножко нам перчика. Черный перец. И немножко соли. Учтем, что соль есть. Так, вот морская соль у меня. У меня соль закончилась, представляете? Надо купить соль. Ну, немножко потом попробую. И немножко черного перца. И растительное масло, друзья. Так, надо по-французски посмотреть. Так, пропорции, как я сказала, оставлю в описании. И все, и тщательно все перемешать. Лука надо было бы побольше, но она его
больше не принесла. И у меня, к сожалению, нет зеленого лука. Ну, мне велено сделать из того, что есть. Наверное, я добавлю зелень, чтобы немножко зеленушки было побольше. Так, масло нужно еще. Ну, дело в том, что, друзья, этот салат нравится тем, что вот сейчас летом салаты, майонезные салаты как-то не хочется. А он также и сытный. В принципе, ну, я уже повторюсь, как-то я вам, когда тогда готовила, тоже говорила, если дома готовить, то его можно, как и основное блюдо, приготовить на ужин. Вот ничего не готовить, просто салатик, чайку с чем-нибудь, с выпечкой какой-нибудь, и все. Так, ну вот, друзья, салат наш готов. Теперь он немножечко настоится, пока запекаются у нас эти по-французски мясо, короче говоря. И все. Друзья, ну вот, готов мой заказ. Да-да, я и курицу поставила. Сейчас просто я подключилась специально. Вот уже ждет нас машина. Мадина привезла мне контейнеры вот такие вот. А то у меня только были вот такие маленькие, их слишком много получалось. Ну вот так вот мой заказ готов, друзья. Отправляется, машина ждет. 3 жареные курочки, вот таких вот 3 контейнера с мясом по-французски и 3 салатика. Так, друзья, это второй день. Сейчас я хотела смонтировать ролик, но решила все-таки снять, чем же мы занимаемся с Мадиной уже сегодня. Сегодня суббота, у нас есть такой большой заказ на свадьбу. Даже, в принципе, на 3 свадьбы. Один заказ мы уже отправили, но он был небольшой. Это было 6 рулетов куриных. Этот заказ отправлен. Теперь у нас второй заказ идет. И еще один заказ фаршированных перцев у нас и салатиков. Но это потом. Может быть, поснимаю еще, не знаю. Ну, короче, вот то, что у нас сейчас готово на данный момент. Сейчас 4 часа, 5 час уже вечера. Вот такие вот рулеты у нас готовы куриные. Это полуготовые, можно сказать. Начинка готова, грибы еще нет. Их нужно запечь. Но пока их мы не будем запекать. Мы их сейчас поставим в холодильник, просто для того, чтобы вам показать. Я немножко остановилась. Мы сейчас будем пить чай, отдыхать немножечко. У нас уже запекаются 2 бараньи ножки. Это, наверное, скорее всего, будет в следующем уже ролике. А этот ролик я сейчас смонтирую. Еще 3 рулета, уже готовых 3 рулета. И с Аишкой мы будем пить чай. А ну покажи, с чем мы будем чай пить. Вот с таким хворостом, да, Аиша? Вот, нам купили, привезли, как бы угостили нас таким хворостом. Сейчас будем чаевничать. Быстро это все поставим, Мадина, в холодильник, да? Так, можно позвать Ибрагима, чтобы он это отнес. Ну все, друзья, на этом я этот ролик закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Сейчас быстро чаевничая смонтирую, ну не смонтирую, а напишу, как смонтировать ролик Ибрагиму, а он это сделает. Как-то так у нас сегодня.